Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Республика вместе с Министерством просвещения Российской Федерации и госкорпорацией ВПРФ одна из первых в стране участвует в большом проекте по строительству новых образовательных учреждений. В ближайшие 3 года по проекту в столице региона построят 5 новых школ и 1 школу возведут в Жатае. Как сегодня в Якутске решают проблему с нехваткой образовательных учреждений и детских садов, поговорим об этом и не только с гостем студии Алексеем Семеновым. Алексей Климентьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Ну, в Якутске вопрос с недостаточным количеством мест в общеобразовательных учебных заведениях стоит по-прежнему остро. Как справились в этом году? Куда направили детей из переполненных школ? Ну, в первые классы у нас планово стояло то, что берем 5500 детей, но нынче в первые классы пошло беспрецедентное количество детей. 5913 детей были приняты 31 августа. И мы, кроме этого, общее увеличение количества детей составляет приток детей 2200 ребенка. И, соответственно, мы открыли дополнительные классы и увеличили количество детей в классах-комплектах. А хватает ли детских садов в столице? Детских садов тоже очередь большая. Конечно, нам помогают частные детские сады, по субсидированным с городской очереди идет 3500 детей. И кроме этого по программе демография 1200 ребенка. И, соответственно, конечно, очередь потребность имеется, и поэтому стоит задача построить до 2024 года 5000 дошкольных мест. Совсем недавно общественность обсуждала проблему с предоставлением субсидий частным детским садам. Какие решения были приняты? Финансирование было на 6,5 месяцев. И, соответственно, мы сейчас отрабатываем с Министерством образования нашей республики выделение на остаток периода. И сейчас вышли тем, что мы сейчас объявляем конкурс. И те средства, которые были заложены софинансирование из местного бюджета, 11%, мы будем оплачивать на остаток июля месяца. А дальше уже будет работа при поступлении средств. Алексей Климентьевич, а сколько общеобразовательных учреждений планируется построить к новому учебному году? Мы нынче ждем открытия к концу этого года, открытия нового детского сада в Новопортовском районе и также новой школы сад на 220 мест и 100 дошкольных мест в поселке Кангаласы. В следующем году у нас предстоит выкуп новой школы на 990 мест в микрорайоне Прометей. Давайте поговорим с вами о таком интересном моменте, потому что если ранее нехватку мест в школах центра предлагалось решить за счет улучшения качества преподавания в других школах, но если были такие решения, как они реализовывались на практике? Мы смотрели, отслеживали, мониторили количество детей в школах, наполняемость школы, и поэтому нам помощь играл национальный проект образования. Нынче 27 сентября мы открываем точку роста в селе Пригородном, это последнее село, в котором в городе Якутске открывается точка роста. Помимо этого, мы работали с подбором кадров и руководящего состава, чтобы было качественное образование. Если смотреть третью школу, если 3 года тому назад у нас было детей 810, на сегодняшний день учится 1400 детей. То есть это сняло нагрузку с района 17-й школы, с первой школы. Тогда давайте более подробно остановимся на кадровом вопросе. Стоит ли момент с дефицитом сотрудников в общеобразовательных учреждениях? За последние 5 лет у нас количество работников образования увеличилось на 700. Из них половина — это работники дошкольных образовательных учреждений. И в связи с подписанием главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым указа о социально-экономическом развитии столицы города Якутска у нас до 2024 года должно быть создано 5000 дошкольных образовательных учреждений, это 9 детских садов и 17 тысяч
учебных мест в школах, да, и, соответственно, это говорит о том, что ну, необходимо будет в период этого времени подготовить около 1440 работников дошкольного образования и такое же количество работников школы. И, соответственно, мы подписали за последние 3 года 50 целевых мест высшие учебные заведения в педагогическом направлении. Также у нас имеются педагогические классы в 31-й школе. И вот мы нынче открываем педагогическое направление в 6-й школе. И, соответственно, студентов, которые поступили в педагогическое отделение, необходимо сопровождать. И мы провели, буквально на прошлой неделе завершилось сентябрьское совещание работников образования города Якутска. В одном из направлений, из 4 направлений, одно это подготовка кадров. Это и наставничество, сопровождение студентов, которые проходят практику, и также подготовка кадров. Вот. Алексей Клементьевич, ну, одно дело столицы, совершенно другое дело поселки и другие отдаленные точки на картах. Вот там как обстоит вопрос с кадрами, с педагогами и воспитателями? Ну, с хорошими кадрами вопрос стоял всегда. И, конечно, даже город Якутск испытывает потребности в педагогических кадрах. И мы, отдел кадровой работы и с руководителями школы мы отрабатываем, чтобы укомплектовать наши школы. Ну, по городу такой серьезной нехватки в педагогических кадрах не испытываем. Но в то же время, допустим, инклюзивное образование, которое мы стараемся развивать, у нас только 33% школ укомплектованы тьюторами. И тут не только нехватка кадров, а стоит вопрос норматива финансирования. То есть, так как нормативов не хватает, школы не могут предусмотреть в своих штатных единицах тьюторов. Поэтому проблема стоит более шире, чем не только кадры, но и в нормативах. Мы отслеживаем выпускников, нынче сделали такой реестр и организовываем встречи, чтобы институт наставничества, чтобы и со студентами, которые проходят практику, работали наставники, как в советское время, и с теми молодыми кадрами, которые попадают в наши образовательные учреждения, чтобы у них у каждого был свой наставник, который его будет сопровождать в профессиональном росте. Поговорим с вами про качество образования в Якутске. На каком уровне оно находится на данный момент? Вопрос качества образования – это постоянный вопрос, который стоит перед системой образования. И мы на сентябрьском совещании тоже одно из направлений было повышение качества. Если говорить про качество, то мы работаем в 2 направлениях. Это общее качество, чтобы наши дети были успешны, все выпускники, да? И работа с одаренными детьми. Это и олимпиадное движение, и научно-практические конференции. Если говорить про выпускников 11 классов, в этом году закончили 2254 выпускника, не получили аттестата 11 выпускников. И если брать утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации проходные баллы в вузы, у нас по таким предметам, как физика, география, английский язык, наши выпускники более 80% сдают выше этих баллов, утвержденных Министерством образования и науки. И по поступаемости из 2254 выпускника 57,5% поступили в высшие учебные заведения. Скажите, а дополнительному ли образованию уделяется внимание? Если уделяется, то каким направлением особо? Дополнительное образование – это особый такой мотиватор, это мотиватор, который детей нацеливает на образование, на получение новых знаний и компетенций. И 1 сентября мы открыли IT-куб на базе Центра технического творчества. Сейчас идут полномасштабные ремонтные работы по Горького 98
дробь 1, и к началу, первой половине декабря этого года мы там откроем новое здание IT-куба, который будет работать в 9 направлениях IT-специальности. То есть дети будут учиться программированию и VR-технологиям, очень много интересного. Далее у нас по Кларе Цеткин для детского подросткового центра тоже ведется ремонт работы здания, бывшее здание 4-й школы, где дети тоже будут заниматься дополнительным образованием. В целом, в законе об образовании в этом году произошли изменения в части воспитания. И мы большое внимание уделяем именно воспитанию и дополнительному образованию. Алексей Клементьевич, смотрите, не успел начаться новый учебный год, как некоторые классы, а то и школы перешли снова на дистанционное обучение. Когда все же школы смогут вернуться к традиционному формату обучения? Вернуться к традиционному формату обучения мы сможем, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в городе Якутске. Для этого мы проделали определенную работу. Это вакцинация сотрудников. У нас вакцинировано большее количество всех работников системы образования. И также классы и группы, в которых дети болеют, заболевание доходит до 20%, они уходят или на карантин, или на дистанционную форму обучения. И если обнаруживается контакт в одном классе или в группе, контакт или сотрудник или ребенок болеет, этот класс сразу переходит. И таким образом мы делаем коллективный иммунитет внутри образовательного учреждения. Благодарю вас, Алексей Клементьевич, за такую актуальную беседу. Надеюсь, что уровень и качество образования в нашей республике будет только расти. Спасибо большое. Пользуясь моментом, я бы хотел поблагодарить и поздравить дошкольных работников. 27 сентября у нас профессиональный праздник у дошкольных работников. В прошлом году у нас исполнилось 100 лет дошкольному образованию, и мы открываем уже второе десятилетие дошкольного образования. И хотел бы пожелать коллективам крепкого здоровья, любви и счастья. Спасибо. Мне остается лишь присоединиться к вашим поздравлениям. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.